Ну, Дмитрий Анатольевич вам достаточно красочно представил, что из себя представляет Красная книга, как с ней обращаться, как там всякие листы создавать, списки и прочее, прочее. Вот. Но я коснусь части той, которая, значит, часть той, в которой идет речь о рыбах. Значит, в первой красной у нас на сегодняшний день зафиксировано, установлено около 80 видов рыб. Ну, в разных источниках по-разному. Где 75, где 80, где 86 можно встретить. Вот. Ну, будем говорить так, что около 80 видов рыб, из которых наших рыб, то есть аборигенов, те, которые, ну, как бы с начала исследований ихтиофауны обитали в наших водоемах, где-то около 40, наверное. Вот у Федора Алексеевича Турдакова в его книге «Рыбы Киргизии» там всего 53 вида рыб отмечено. Причем часть из них являются акклиматизантами, такие как лещ, линь, там, значит, и многие другие. Но вот с тех пор как это число рыб у нас увеличилось. Увеличилось оно в основном за счет рыб, которых мы акклиматизировали в свое время. Вот. В Иссык-Куле в настоящее время обитает, например, 26 видов рыб, если сейчас еще считать еще один вид из лососевых, выращиваемых в садках, то значит 27. Из них половина это акклиматизанты, то, что обитает в Иссык-Куле. И в первой красной книге у нас был всего занесен первое издание Красной книги был занесен всего один вид рыб. Это туркестанский сомик. Это очень интересная рыбка. Полистайте на рыб. Еще. 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 Вот он. Вот она рыбка, это туркестанский сомик. Она как-то отличается от всех остальных, так сказать, рыб по форме тела. Оно приплюснутое такое тело. И этот вид обитает только в системе реки Сырдарьи. В атласе Киргизской ССР имеется указание на то, что этот рыб обитает еще в Алайской долине. Но, честно говоря, как-то мне не удалось обнаружить, и будем считать, что, может быть, он там и обитает. Но основное его место обитания – это бассейн реки Сырдарьи, причем у нас в Киргизстане он обитает поднимается до Атбаши. Рыба эта предгорная, считается, обитает на каменистых грунтах и очень плотно прикрепляется к грунту, поэтому его даже и трудно обнаружить, тем более, что это ведет ночной образ жизни. Ну вот в результате, значит, того, что были исследования в течение вот этих, сколько у нас получается, 20 лет почти, да, после Красной книги. Вот, значит, пришли к выводу, что нужно включить еще несколько видов рыб, которые которые у нас обитают в водоемах. Значит, к самому началу, так, к рыбе. Рыба. Наоборот, первую рыбу. Вот, значит, что мы туда внесли? Значит, это, вот видите, это щуковидный жерех. Он обитает тоже в бассейне реки Сырдарьи. И он, в общем-то, мигрирующая рыба, которая поднимается вверх по течению, но в результате строительства наших многочисленных водохранилищ, начиная от Актагульского и заканчивая Шамал-Десайским, пути миграции для этого вида были перекрыты. И то, что сохранилось в свое время в Токтагуле, было выловлено, уничтожено, и если есть сейчас там этот вид, то в очень незначительном количестве. Значит, дальше. Дальше мы включили в этот список и чуйскую остролучку. Наши ихтиологи, они сказали, что этот вид тоже, он уже включен в Узбекистане, в Казахстане в Красной книге, и поэтому этот вид у нас, поскольку тоже это в системе реки Чу, то есть он испытывает все тяжести антропогенного воздействия, это строительство, гидростроительство, это загрязнение, и этот вид в результате этого был помещен в Красную книгу, стал охраняемым. Значит, дальше у нас внесены в Красную книгу два усача. Аральский и следующий, по-моему, туркестанский. Да, туркестанский усач.
эти рыбы, они тоже обитатели бассейна реки Чу. И, в принципе, я не знаю, встречается он сейчас или нет, но это очень редким стал вид. Он промысловый, его вылавливают и рыбаки-промысловики, и рыбаки-любители. Поэтому этот вид следует охранять, эти два вида. Дальше. Значит, и вот теперь речь пойдет о двух иссыкульских видах. Это иссыкульская маринка и дальше иссыкульский голый осман. Это два вида, которые, скажем, маринка еще встречается в уловах, а голого османа уже несколько лет не могут отловить для того, чтобы хотя бы для искусственного разведения. То есть было несколько проектов, люди как бы занимались, и то отловили этот вид не в озере, а при Иссыкуле в другом месте. Вот. В настоящее время у нас перед тем, как уже было подготовлено вот это издание этой красной книги, у нас была экспедиция на Иссыкуль, и ни одного османа не выловили. Иссыкульскую маринку, да, видели и зафиксировали, что есть ее. Чем объясняется, как бы сказать, исчезновение этих двух видов? Голого османа тем, что эта рыба тугорослая, во-первых. Во-вторых, начинает размножаться где-то на 5-м, на 6-м году жизни. И то есть пока она достигнет этого возраста, когда может размножаться, то ее уже практически всю выловят. И браконьеры это сделали замечательно. По той причине, что, во-первых, это очень вкусная рыба, несмотря на то, что относится к карповым, и костей в ней много мелких. Но в свое время было распространено такое мнение, я думаю, что оно, в общем-то, может и справедливо, что жир иссыкульского османа, он очень полезен при разных кожных заболеваниях, типа, как он называется-то этот, экземы, диареи, псориаз. Да, диатезы, экземы и псориазы. И очень многие люди приезжали и договаривались с рыбаками, чтобы отлавливали османа и пользовались этим жиром. Это было вполне официально объявлено. Значит, и маринка тоже попала в этот список, потому что очень сильно уменьшилась ее численность в озере. Можно было бы занести еще уже к настоящему времени чебачка в этот список, потому что, всем известно, что сейчас чебачок, который ведро стоило 6 рублей в свое время, скажем, да, теперь он просто как золотая рыбка. Я недавно видела в магазине вяленого чебака по цене 400 сомов за килограмм. Да, форель столько не стоит, сколько чебак. И в свое время считалось, что чебачок это, она массовая рыба у нас была, основной упор улова падал на чебачка, 90% вылавливаемой рыбы это составлял чебачок, но есть несколько причин, почему чебачок численность тоже снизилась. Во-первых, в свое время вселили в Иссыкуль судака, судак, который хищник и питается только рыбой, скажем. И существует такое мнение, что именно чебачок является основным объектом питания судака, потому что горло судака устроено так, что именно чебачок, который достигает 14-16 сантиметров в длину и определенных величин, именно как раз он ему и подходит для питания. Но я думаю, что он и другими рыбками нашими питается, потому что пока вырастут через такую величину, они, проходят через эти размеры. Второе, что кивает на акклиматизированную сиванскую форель в озере. Но, скажем так прямо, что сиванская форель никогда не достигала численности большой, такой как судак достигает, потому что для нее не было мест для естественного воспроизводства. Тогда добились повышения численности форели в озере, когда занялись искусственным разведением, то есть отлавливали нерестящиеся особи и разводили на рыборазводных заводах. И
третья причина, это, конечно, вот начиная со времен перестройки и с нашей, так сказать, с нашего суверенитета, это просто разбойное браконьерство. Рыбу вылавливают, несмотря ни на запреты, ни на сезоны года, ни периоды нереста, когда ее нельзя вылавливать. Вот, значит, что еще? Вот туркестанский сомик занесен тоже в Красную книгу, но это уже по инерции, скажем, поскольку он был в первом издании Красной книги, то мы его занесли и сюда. Хотя при обсуждении вот этой проблемы казахские ихтиологи сказали, что ту численность, которую мы указали на квадратный там, метр, скажем, или на какую-то определенную площадь, что якобы что он и, в общем-то, мог просто попасть в редкие виды, но не в охраняемые. Но мы его оставили в нашей Красной книге, поскольку он такой экзотический, его могут вылавливать просто из интереса, потом на корм кошкам, скажем. Есть любители, которые рыбу вылавливают для своих пушистых любимцев. И все-таки мы оставили его в Красной книге. Дальше. Все, да, больше у нас нет рыб. Значит, у нас получилось 7 видов рыб, которые мы занесли в Красную книгу. Но уже сейчас, значит, получается, что мы можем, вот Дмитрий Анатольевич со мной не совсем согласен, но что мы можем внести хотя бы в редкие виды рыб, это амударьинскую форель, которая у нас, в общем-то, является обитателем реки Кызылсу, Алайская долина, и в свое время была акклиматизирована в Нарыне, в Сырдарье, вот в системе Нарын-Сырдарья. Вот. Но этот вопрос нужно будет еще рассматривать, обсуждать и как-то подходить к какому-то решению. Что бы еще вам рассказать про наших рыб? Хотя нужно очень много говорить можно. Давайте тогда вы мне будете задавать вопросы, а я постараюсь вам ответить на них. Да, Дмитрий Анатольевич, пожалуйста. Амударьинскую форель... Вы мне вопрос задаете? Да, или... Именно вопрос. Вы хотите, чтобы получилось как с бараном Марко Поло? Я не знаю, я не хочу, чтобы получилось Попадет она в любой категории, пусть даже самая низшая LC, да, значит, лист консерн, ловер риск, попадет она в Красную книгу по закону о природопользовании, об охране животного мира, который давно принят, и там изменений никаких нету, она будет исключена из добычи вообще. Но жители села Дараут-Кургон, села Чак, Кичи-Карамык, Иркештам, значит, в Кызылсу Восточной, они ее ловили и ловить будут. В таком случае нам не нужно было бы помещать ни рыб из сыкульских тоже в эту Красную книгу, потому что ловили и будут ловить. Это не довод. Я не согласна с этим. Государство начнет тратить деньги. Вот, реально численность ее, у вас есть количественные данные, что ее численность действительно зависит от сохранения? Наверное, есть, потому что в Узбекистане внесли ее в Красную книгу Амударьинскую форель. Ваши численные данные мы еще таких данных исследований не проводили. Мы говорим только, тогда желательно избежать. Дело хорошо, в том, что вопрос. С бараном Марко Поло хорошо. Поступили. В советской Красной книге этого подвида не было. Хорошо, ладно, это вопрос будущего, и не будем дискутировать на эту тему. Дальше, есть у кого-нибудь? Да. Вот я 70-80-е годы студенты водила в декабре для лабораторные искусственные разведения сиранских форелей. Куда вы их возили? В Тонский рыбзавод. Ага. И уже, например, на 18 лет уже я уже не знаю, какое состояние. В последние годы Тонский рыбзавод еще функционировал. Но если вот о том времени, которое вы упоминаете, инкубировали примерно, получали примерно 1 миллион мальков сиванской форели, теперь она иссыкульская. Да, 1 миллион. То есть в последние годы инкубировали 500 тысяч, то есть даже икринок закладывали 500 тысяч, скажем. Вот, потому что нет производителей, не могут отловить для того, чтобы размножать в искусственных условиях. Вот. В настоящее время сейчас там функционируют садки, в которых выращивается радужная форель. И, если я не ошибаюсь, еще один вид
северных этих лососевых полия. Палия называется, да, это из сальвелинусов. Это из сальвелинусов, из рода сальвелинус. Вот. И это очень тревожно, потому что я как раз вот перед тем вчера просмотрела статьи, и была летом позвонили в институт и сказали, что вот в Каджисае, как раз там установлены эти садки, что молодь ушла в Иссык-Куль, этой радужной форели, да. И появилась статья человека, который, так сказать, владеет этими садками, который объяснил так это. Вот вы как биологи сейчас поймете, что это нереально. Значит, что, ну, во-первых, она такая же, как и иссык-кульская наша форель, значит, что она не может размножаться там, потому что в этих садках выращиваются только самцы. Вот вы как биологи скажите, можно на стадии малька отличить у рыбы самку от самца? Нет, конечно. Это только в период нереста, да, какие-то изменения есть у самцов и у самок. Значит, это неправильное заключение уже. Поэтому все, что ушло в озеро, все найдет там свои условия, потому что в Иссык-Куле замечательные условия для лососей, скажем, да. У них есть возможность в озере нагуливаться, у них есть возможность заходить в реки, где они могут нереститься. Поэтому это утверждение, оно совершенно нереально, оно просто, в свою собственную защиту сделано. И мы оказываемся перед фактом, что у нас, значит, судак, хищник, радужная форель, хищник всеядный. То есть он не только будет рыбу поедать, скажем, да, но он и будет подрывать кормовую базу для тех рыб, которых мы стараемся сохранить. Потому что на стадии малька все они имеют планктонную стадию питания, и все они поедают эту кормовую базу, которая бы, скажем, которой бы питался чебачок, чебак, наша Маринка, то есть наши аборигены. И как это произошло, я не знаю. Путь этот неизвестен, как разрешили установить эти садки, хотя в свое время наш институт сопротивлялся этому и давал отрицательные, скажем, отзывы вернее, отрицательные заключения. Вот. Мало того, что, значит, этот фактор действует, теперь вокруг Иссык-Куля посмотрите, что он весь застраивается сейчас, да, этими рекреационными учреждениями. Причем, если вы раньше по южному берегу практически не было их, то сейчас, если вы от Каджисая до Тона, вот этот огромный кириксизовский комплекс, который причем за дорогой, прямо вот в этой водоохранной 200-метровой зоне построен. И представьте себе, что там будет со временем, да. И вообще у нас какое-то отношение к этому в стране довольно странное, скажем. Если это биосферная территория Иссык-Куль, в которой нельзя ничего делать, завозить виды, скажем, какие-то, отводить участки, которые, скажем, должны охраняться. У нас этого сейчас не делается. Вся водоохранная зона вся застраивается. Вся разделена на участки. Едешь по южному берегу и видишь, что все это участки людям за дорогой. Не выше дороги, а именно в водоохранной зоне. Поэтому судьба Иссык-Куля весьма, я думаю, конечно, не так скоро будет, как с каким-то мелким водоемом. Но вообще, конечно, для будущего это очень печально. Потому что загрязнение, потому что вот пресс хищников, и уже от них никуда не денешься, они в озере уже. Вы знаете, вот в свое время они как в декабре, как нерест, милиция на дорогу устраивались, чтобы браконьеров ловить. Тогда как-то строго было. И вот этими косяками буквально шли, форель. Там отмывали искусственно прекрасно. Нет, это все это на моих глазах было. Инспекторы, конечно. А кто? И тоже инспекторы. Они стояли только вот в районе Тонского рыбзавода или Актерекского, там еще было, вот, еще где-то. А на остальных реках не было инспекторов, и рыба шла туда нереститься. Но это еще не самое тоже страшное. То, что я занималась питанием молоди как раз вот в форели, которые выпускали в эти реки в наши, по всему Иссык-Кулью. Просто на этой стадии уже, когда она спускается в озеро осенью, на стадии покатника, вот таких рыбок, вот такими связками ловят дети, понимаете? То есть они даже не дают ей вернуться в озере, чтобы там нагулять свой вес и достичь возраста для размножения. Такой вопрос. Вот вы
мы, ну вот и вообще какие мероприятия возможно сделать на территории акватории Иссык-Куль, на государственном, на уровне местных сообществ. Вот в наших условиях Кыргызстана, вот такой вот экономической, юридической обстановке, что можно сделать вот, именно на уровне сообществ для того, чтобы сохранить те же краснокнижные виды, те же популяции рыб? То есть вот возможно какие-то мероприятия? Мероприятия-то возможны, только будут ли они иметь, так сказать, положительный выход? Это, конечно, информирование населения. Это, конечно, те мероприятия, которые не позволят загрязнять озеро Иссык-Куль, скажем. Это строительство очистных сооружений, которое практически не работает или отсутствует во многих пансионатах, во многих домах. Люди также продолжают сбрасывать на берега рек мусор из своих хозяйств, скажем, и все это попадает в озеро. Иссык-Куль глубокий, да, все это хоронится там, но это до поры до времени, пока не создастся вот эта сероводородная зона. У дна уже это есть зона, потому что когда работаешь и берешь с глубин грунт, то он сероводородный. И это может создать, вот слой постепенно будет повышаться, подниматься, и как в Черном море будет такая зона, где будет все гибнуть, скажем. Вот. Честно говоря, я пессимист в этом отношении. Я не вижу, работа с населением ведется очень давно, скажем, очень давно, но результат практически нулевой. То есть, как-то Васька слушает, да ест, да, все кивают головой, да, все хорошо, но пока работают пилотные проекты, что-то еще держится. Как только деньги перестают поступать, скажем, все это возвращается на круги своя. Очень тяжело. Водно-балшовые имеете построили и, допустим, вот добились каких-то санкций из этого, можно ли, сколько времени необходимо, чтобы восстановить вот этот водно-болотный комплекс на территории, после чего вот тракторы прошли, все разровняли, выкорчевали и так далее. Это же тоже своего рода очистное сооружение. Это как бы не водно-болотный комплекс, а прибрежную вот эту полупогруженную растительность. Ну, если это касается камыша, то он достаточно быстро, тростника, он достаточно быстро восстанавливается, а там это все тростниковые заросли и камышовые заросли, то это достаточно быстро, даже маленький кусочек все равно из него что-то вырастет. Вдоль берега облепиха, облепиху не нужно корчевать, не нужно сжечь. Не нужно сжечь. И по этому поводу эти постановления и законы, но однако... Нет, закон одно. С людьми надо работать, значит, это самое. Для облепихи, я не знаю. Вот как же для рыбы, все-таки у нас есть же заповедные участки, несколько заповедных участков. Это в Ананьево, это вот Туки и где-то 38-й, по-моему, в районе на юго-востоке. То есть их несколько заповедных участков, но заповедный участок, казалось бы, там и акватория входит, но на всех заповедных участках рыбу ловят спокойно. Рыбу ловят спокойно, причем под приглядом самих сотрудников этих заповедных участков, которые за ними приглядывают. В контексте заповедных участков. А какое примерно соотношение необходимо для устойчивости акватории и флоры, фауны озера для того, чтобы сколько необходимо площади заповедной зоны и сколько можно рекреационной зоны выделить самой акватории? Я даже не могу сказать этого. Так же, как, наверное, что сколько 60% должно быть заповедано в стране, на площади страны, скажем, тогда, может, что-то можно сохранить. Да? Значит, достаточно больше, чем в настоящее время, я думаю. То есть сохранить те участки, где вот определенные виды рыб, скажем, хотя бы на нерест туда заходят и нерестятся. Потому что один оттук он не дает, скажем, где чебак нерестят, по-хорошему это места для чебака. Он не дает результата для того, чтобы... И потом еще... Запреты есть, но они не соблюдаются. Например, запрещено ловить рыбу, ставить сети в период нереста. Скажем, для чебачка там с мая по июнь, предположим, для форели там в это время осенне-зимнее. Но на всех участках, как говорят инспекторы и милиционеры, не поставишь. Нет у нас сил таких в стране сейчас, чтобы
охранять именно конкретно, скажем. Только надеяться на то, что граждане наконец-то станут сознательными и перестанут нарушать закон. Когда граждане выловят всю рыбу оттуда. Да они уже ее все выловили. Практически говорят, там сколько процентов зарыбления сейчас? Хотя это не суть важно. Хотя, несмотря на то, что в прошлом году мораторий был, значит, объявлен на сонкуль и на иссыкуль, то есть практически не должны вылавливаться все виды рыб вообще. Но не только лов запрещен, запрещена продажа и покупка. Вот меня должны были арестовать в магазине, когда я купила 2 чебаков. Но этого нет. И этого не было в прошлом году. Возле Гослесагентства, рядом с ним, возле магазинов «Народный», в Тарусарде, продавали постоянно икру форели. Постоянно. Ну что ж говорить, когда возле госорганов такое творится, а что будет в других местах? Вы знаете, где здание охраны окружающей среды, да, там вот дальше, в сторону быстрее. И ниже же, там рядом санаторий из голубой среды. Да. Вдоль ну вот как аллея к голубому иссыкулю, там постоянно стоят вот эти торгаши, лавочники. Они же рыбу продают, форелины вот такие. Тут вот получается охрана окружающей среды. Здесь Не, может, они горбушу продают? Да, Нет, сиги это да, это своя песня. Вот, конечно, запрещено все, но никто этим не занимается, никто это не контролирует, никто, потому что вот даже сами возмущаются они, сотрудники Гослесагентства, что очень маленький процент нарушений, ну, как бы, исков подается в суд на браконьеров. да, там вот пятимесячник был, и они 18 что ли лодок, ну это за 3 месяца, 18 лодок они изъяли, ни одного хозяина лодки они не задержали. То есть неизвестно кто, да, вот лодки есть вот эти вот браконьерские, а как куда хозяева деваются и вообще почему никто не может установить, кто Ну, именно даже вот о чем можно вести речь, если вот недавно в статье газету нам распространили к Новому году выпустило как раз Гослесагентство. И там они пишут, что вот на Иссыкуле незаконно разводят радужную форель. Они не согласны с этим. Так почему тогда они не могут применить свои санкции к этим садкам, скажем, просто запретить и убрать их оттуда? Я не знаю, там вот предприятие Каракол, Балуки, по-моему, и человек, Аламанов, знаете, да, его? Слышали? В общем, у него это, типа ферма рыбная. и Ну, вот это он разводит рыбсубъект, да. форель, да. И у него человек работает, там родственник какой-то, ну, пока Аламанова не было, там осматривали, где что, и спрашиваем, куда вот рыбу, он говорит, ну, мы продаем, то есть рыба промысловая, имеет право, в принципе, разводить в искусственных водоемах. Хотя у них там 2 небольших пруда, и как бы, по словам специалистов, Я даже сказала бы так, что даже в Прииссыкулье, даже в искусственных водоемах нельзя разводить чужеродные виды рыб. Занимайтесь своими. Ладно, то, что уже давно там, скажем, сиги, свою форель, отговариваются тем, что якобы у нашей иссыкульской форели, ну, плохо она растет, тугорослая она. То есть карман на нее затрачивается больше, чем, скажем, да, ну, наша форель вот такая раньше была. И глаз вот такой. Вот. Но это не разговор, никто этим вопросом не занимался. Никто не выращивал иссыкульскую форель в садках. Кормите ее, как положено, и она вырастет точно так же, как и радужная. Кормите ее. В естественных условиях, да, растет плохо, потому что кормовая база недостаточная. А то, что вот из садков уходит рыба, там это не единичный случай? Не единично, естественно, что не единичный. И уйдет из любого, уйдет из пруда, то же самое уйдет из любого рыборазводного завода, потому что не бывает без таких потерь, не бывает производства этого. Уйдет в виде икры оплодотворенной, уйдет в виде личинки, уйдет в виде подращиваемого малька, все равно попадет в озеро. Шнитников, известный исследователь, географ, он сказал очень хорошую такую фразу, что любая капля воды, пролитая на наших хребтах, рано или поздно попадет в Иссыкуль. Так и все, что происходит в Прииссыкулье, рано или поздно попадет в Иссыкуль и будет там накапливаться. Вы считаете, что вообще разведение чужеродных... Это закон, это есть закон о биосферной территории.
И есть дирекция биосферной территории, когда должны контролировать. У них есть инспекции, которые должны контролировать. И я так полагаю, что кто собирается заниматься какими-то вопросами, он должен непременно в дирекцию биосферной территории обращаться за разрешением. И на то у нас сейчас существует Гослесагентство, которое тоже этими проблемами занимается, разрешительными, которое разрешает нам отлавливать, не отлавливать, завозить, не завозить, акклиматизировать, не акклиматизировать. Ну, вчера же было озвучено, что по поводу строительства там, различных предприятий на территории биосферных территорий, да, вот, дают они, даже дают разрешение. Нет, скажем так, биосферная территория – это не Прииссыкулье, это вся Иссыкульская область. И где-то есть зоны переходные, где разрешена хозяйственная деятельность. Там же делится вся зона, весь регион, вся биосферная территория делится на ядро, где ничего не разрешается делать, и в очень исключительных случаях научные исследования, скажем, да, только. Это буферная зона, где что-то разрешается, исследования проводятся, все. Это переходная зона, в основном в Прииссыкулье, скажем. Это касается Прииссыкулья, переходная зона, ну, она и дальше распространяется, потому что все равно там уже человеческую деятельность не запретишь. Там уже все есть. Да. Есть зона санации, то есть те участки, которые погублены уже, которые нужно восстанавливать, скажем. Есть закон о биосферной территории, есть все, но ВОЗ и ныне там. Вот на южном берегу есть озеро Шоркуль, знаменитое, разрекламированное в газетах, очень соленое, которое сейчас отдано в аренду, в эксплуатацию на 49 лет каким-то там местным жителям. Значит, это озеро уникальное, и было предложение сделать его охраняемой территорией, то есть микрозаповедником, потому что там реликтовая фауна сохранилась беспозвоночных. Там единственное место в Киргизстане, которое я знаю, в котором в этом озере водится Артемия салина. Вот. Больше я нигде не встречала, скажем. Вот. И в то время было предложено сделать это особо охраняемой территорией. Но ее отдали в эксплуатацию. Значит, теперь там народ моется, купается и плюхается. Вот. Теперь, значит, там же возник уже юрточный городок огромный. Это гостиницы, это столовые, это, извините, туалеты неприспособленные. И это все в 5 метрах от озера Иссыкуль, от кромки воды. И что мы будем говорить об этом? Приходится только сожалеть, что такое отношение к тому, что было сделано в свое время по этой биосферной территории.